Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители. Вы смотрите новый цикл передач канала Махачкала ТВ. Особое внимание хотелось бы обратить на эти передачи молодых людей. Вообще этот цикл подразумевает разговор о самых различных течениях в исламе, о вероубеждении, об аятах Корана, о хадисах, о тех, которых можно трактовать однозначно и неоднозначно. В сегодняшней нашей передаче мы поговорим о том, как должен строиться призыв к исламу и о том, есть ли необходимость следовать большинству в исламе. Поможет раскрыть нам эту тему Ахмад Хаджи, заместитель редактора газеты «Ассалам». Ассаламу алейкум рахматуллахи та'аля ва баракату, уважаемый Ахмад Хаджи. Итак, как бы темы у нас обозначены. Как же должен строиться призыв и есть ли необходимость следовать большинству в исламе? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Конечно же, я свою проповедь, свое обращение хотел бы начать именно с хадиса, где посланник Аллаха алейхиссалату вассалям говорит: «Иякум аль-гулува фид-дин, фа иннама ахлака ман кана каблакум аль-гулуву фид-дин». Вы остерегайтесь чрезмерности, жесткости в вопросах религии. Поистине тех людей, кто был до вас, погубила жесткость в религии. Этот хадис является достоверным, его приводит имам Насаи под номером 3057. Его приводит также Ибн Хиббан по условиям имама Муслима под номером 3071. И его приводит Ибн Маджа под номером 3029. Машаллах. Хадис достоверный, его никто не оспаривает. И говоря о смысле этого хадиса, например, вот те, кто был до нас, вот возьмем одну религию, одних людей, это христиане. То есть до мусульман имеется в виду? Да. В этом хадисе говорится, что тех людей, кто был до мусульман, их погубила что? Чрезмерность. Их погубила жестокость, жесткость. И говоря об этом, давайте обратите внимание, вот, например, от 9 до 10 века в христианстве было противостояние власти и церкви. Так. Это не секрет. Да, это никому не секрет. И в конце 9-10 веках уже христианство однозначно взяло верх над властью. То есть оно контролировало фактически? Контролировало того человека, кого они хотели, они ставили его королем, кого они не хотели, они снимали его с этой должности. То есть, в большинстве случаев я убежден, что это делалось в вопросах сохранения религии, так это и соблюдалось. И потом уже в XIV веке появился человек по имени Мартин Лютер. И под его именем появилось первое течение, которое называют лютеране. Потом появились кальвинисты. И, в общем, появилось течение. И это течение называют как? Его называют протестантизм. Так. Протестантизм. И каковы основные идеи протестантизма? Первая идея протестантизма заключается в том, что между Всевышним и его рабом не может быть посредника. Даже так? Даже так. То есть это говорится в XIV веке. И говорится кем? Христианами. Говорится кем? Христианами. Так. Потом второе, основное их убеждение, которое их отличает: все люди равны. Не может быть ученого человека, кто выше перед Всевышним в степенях, чем вы. Не может быть человека, кто перед Всевышним является более достойным, чем вы. Все люди выравнивают, если я прошу прощения, я вас иногда буду перебивать. Да. Это для чего? Для того, чтобы с позиции слушающего человека мы с вами сейчас фактически говорим, как два человека, которые сидят в зале, пришли, сидим, чай пьем и разговариваем. Я хочу разобраться в некоторых вопросах. И я буду задавать эти вопросы с позиции человека, который не знает, но пытается разобраться, скажем так. Выравнивает всех людей на один уровень ставить. Там не может быть мнение ученого более достоверным. Может, ученый пришел к этому мнению не почему. Почему он пришел к этому мнению? Потому что он больше знает. Нет, все люди равны. Его мнение не может быть более достоверным, его мнение не может быть более авторитетным. Вот что означает: все люди равны. Нельзя требовать благодать от чего-либо. Благодать, арабы на благодати как говорят? Ни'мат? Нет? Баракат. Баракат, машаллах. Баракат. И обратите внимание, эти люди отличались. Чем отличались? Очень большим поклонением. И отличались опять-таки чем?
тем, что бесстрашно шли на смерть. Так. И после появления этого течения, во что превратилось христианство? Христиан превратили, да, могущество христиан, движение протестантов превратило в посмешище. Да, почему? Потому что полностью вот это, да, вот, это внесло грандиозный раскол в христианство, и фактически христиан это погубило. Тем, что мы говорим, что вот появилось течение протестантизм, да, и была большая часть, что они раскололи единство христиан. Тем самым мы не хотим сказать, что на тот период убеждения христиан были самыми правильными, да? Правильными или неправильными. Да, мы очень правильными или неправильными. Мы не на это обращаем внимание. Мы хотим указать, что единство христиан и его мощь подаровало течение внутри самого христианства. То есть, которое было внутри разработано на него. Да, внутри. А что, на тот период не было других каких-либо течений, что ли? Другие течения были, да, другие течения, но у этого течения было свое преимущество в чем? Да, они претендовали, что они самые правильные, да. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит, что нам говорит? Алейхиссалату вассалям говорит, что вы, говорит, будете следовать за теми, да, этими, да, умматами, что был до вас, христианами и иудеями. Даже, говорит, если они войдут в норку ящерицы, вы тоже, говорит, войдете в эту нору. Говорит посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Это достоверный хадис, приводит Бухари, никто его не оспаривает. В связи с чем он его приводит? То есть, что мы будем, да, умма мусульман будут следовать, да, вот люди из умма мусульман будут следовать за теми людьми, за христианами и за людьми из христиан и иудеев. Если я правильно понял, некоторые из уммы мусульман. Абсолютно верно. Так. И в данном случае, да, вот это все сделало с христианской религией одно течение, да, христиан превратило в посмешище. На сегодняшний момент тоже у них, да, вот, например, да, не очень хорошая позиция, состояние есть у христианской религии. Благодаря кому? Благодаря протестантизму. И давайте возьмем в этой связи, да, и потом уже, да, среди мусульман, это было уже в начале 18 века, появилось течение, опять-таки, которое утверждало, что не может быть посредника между Всевышним и его рабом, что нельзя требовать благословения от кого-либо или чего-либо, то есть нельзя требовать баракат. Хотя есть сотни хадисов, которые говорят, что может быть посредником, хотя есть сотни хадисов, я это утверждаю, которые говорят о желательности снискания бараката. Тем не менее, которые утверждают, что нельзя, да, требовать баракат, которые говорят, что не надо следовать мнению ученого, каким бы ученым он ни был, да. И еще следующее, да, их воззрение к протестантизму заключалось в том, что нельзя, говорит, опираться на те толкования священных писаний, которые сделаны учеными. Каждый человек должен сам читать священное писание и должен сам его толковать, как он его понимает. Ох ты, как нам это все близко иногда. Да, и вот это течение, которое проявилось в мусульманстве, тоже говорит, что нельзя опираться на те толкования священного писания, которые сделаны исламскими учеными. Каждый человек должен сам читать, да, это священное писание, в данном случае Коран, и должен сам его толковать. Эти люди отличались, да, определенной, да, богобоязненностью, определенным поклонением, и эти люди отличались чем? Тем, что они бесстрашно шли на смерть. И до появления этого течения, у мусульман было одно государство, была Османская империя. Эта империя занимала почти треть земного шара. И если кто-либо оскорбил бы обычаи мусульман, если кто-либо оскорбил бы религию мусульман, эти люди смогли бы требовать даже от государства это. И благодаря тому, что появилось это течение, да, в начале 18 века, фактически вот эта Османская империя распалась на множество мелких государств. И только лишь арабоязычных государств, из них стало 22 государства. 22 государства. И все государства стали колонией той или иной страны. Или Италии, или Франции, или Великобритании, или Германии, или остальных государств. Благодаря кому? Благодаря какому учению? Вы задайте вопрос. В начале 18 столетия какое течение появилось? Появилось течение под предводительством Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба из Неджда. Говоря именно
да, именно Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Сам посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, предупреждал, что его умма разделится. Да. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорил, что иудеи разделились на 71 течение. Да. افترقت اليهود على 71. Да. وافترقت النصارى على 72 وستفترق أمتي على 73 فرقة. Это что вы сейчас прочитали? Хадис. Да, посланник Аллаха вот так говорит. Это означает, что иудеи разделились на 71 течение, так. Христиане разделились на 72 течения, а моя умма, говорит посланник Аллаха, алейхиссалям, разделится на 73 течения. Этот хадис достоверный, его приводит имам Ахмад, его в сборнике Муснад под номером 8377. Его приводит Ибн Хиббан под номером 6247. Его приводит Хаким в сборнике Мустадрак под номером 441. Его приводит Абу Дауд в своем сборнике Сунан под номером 4596. И этот хадис достоверный, его никто не оспаривает. То есть посланник Аллаха, алейхиссалям, говорит, что его умма разделится. Также, да, в аналогичном другом хадисе, который приводит Ибн Маджах, и его, который приводит Табарани, и Ибн Маджах приводит его под номером 3992. Посланник Аллаха, алейхиссалям, говорит, да, клянусь тем, в чьей власти является душа Мухаммада, алейхиссалям, да, моя умма разделится на 73 течения. Одна из них будет в раю, да, и 72 будет в аду. И когда спросили о посланника Аллаха, а кто же те люди, которые будут в раю? Посланник Аллаха сказал: аль-джамаа. Аль-джамаа. Что означает аль-джамаа? Мы это дальше объясним. Вкратце я сейчас вам говорю, что это означает большая часть мусульманской уммы. То есть большая часть подвижников, большая часть ученых и большая часть обычных людей. То есть я здесь как бы аль-джамаа, когда вы говорите, не тех людей, которые сейчас говорят, что они джамаатовские или да, там еще какие-то, такое разделение проводят. Да, абсолютно. Здесь надо понимать, что под словом джамаат это большинство. Большая часть мусульман. Большая часть мусульман. Так. Если мы говорим, что здесь в классе есть, в аудитории есть 70 человек, и там 3 человека сбились в кучу, и они говорят, что они джамаат, а эти там 67 человек, это меньшая часть, они не джамаат. Вот. Это будет глупо. Этот момент надо было разобрать. Все, хорошо. Это было бы глупо, конечно же. Ахмад Хаджи, получается так, что большинство, то есть ахлу сунна валь джамаа. О большинстве мы будем еще несколько различных хадисов приводить. Пожалуйста. Да, говоря о придерживаться пути большинства, есть множество различных хадисов. Да? Вот этот один хадис, да, например, где говорится аль-джамаа. Есть другой хадис посланника Аллаха, алейхиссалям, который приводит имам Ахмад, который приводит Тирмизи, который приводит Хаким. Да? Посланник Аллаха, алейхиссалям, говорит: «Усикум бил асхаби, thumma алладhina ялунахум, thumma алладhина ялунахум». Да? Вы придерживаетесь пути моих сподвижников, затем пути тех, кто был за ними, и затем пути тех, кто был за теми. Да? А после этого, говорит, будет распространяться ложь. И человек будет клясться, если даже его не просят об этом. Человек будет свидетельствовать, и если даже человека не будут просить о свидетельстве. И посланник Аллаха, алейхиссалям, говорит: «Ва алейкум биль джамаати». Вы, говорит, придерживайтесь пути большинства. «Ва иякум аль фурката». И вы, говорит, остерегайтесь разделения. «Фа инна шайтана ма'аль вахиди». Поистине шайтан, говорит, с одним. «Фа инна вахуа мин аль-итнайни абаду». А с двоих он чуть подальше. «Ман арада бухбухат аль-джаннати». Тот человек, кто хочет попасть в середину рая, да? «Фальяльзам аль-джамаа», пусть этот человек придерживается пути большинства. Еще раз скажите, пожалуйста, какой это хадис и где он приводится? Этот достоверный хадис приводит имам Ахмад, его приводит Тирмизи, его приводит Хаким. Да, его приводит также имам Суюти в своей книге Джами ас-Сагир, его приводит имам Минави, Файдул Кадир, и дает толкование этому хадису. И посланник Аллаха, алейхиссалям, в другом хадисе, переданном имамом Тирмизи, под номером 2167, посланник Аллаха, алейхиссалям, говорит: «Инна Аллаха ла яджмау уммати аля далалатин
Всевышний говорит, не объединит мою уму ни на одном из заблуждений. Машаллах. Да, слово, да, вот арабское слово. Размышляющий и ищущий. Да. Аля далалятин. Идет тот человек, кто мало-мальски разбирается в арабском языке. Да, когда идет танкир, то есть не определяется. Не аля далаля, а аля далалятин. Да, танкир. Не идет определенный артикль аль. Там имеется в виду любое заблуждение. То есть Всевышний убережет уму Мухаммада, говорит посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, от чего? От любого заблуждения. Хадис достоверный, никто его не оспаривает. Его приводит имам Тирмизи с достоверным снадом под номером 2167. Аналогичные хадисы будут и далее, мы их будем приводить. И также посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит, «Ва ядуллахи ма'аль джамаа», и помощь Аллаха, и блага Всевышнего, говорит, будет с кем? С пути большинства. Да, с джамаатом, да, с большинством будет помощь Всевышнего, его благо. Вы знаете, я сейчас подумал, Ахмад Хаджи, какой все-таки сильный психологический ход, когда некоторые люди, называя себя джамаатовскими, они же прекрасно знают о том, что есть это хадисы. И человека, который только первые шаги делает, и он только начинает изучать, он слышит, что они джамаатовские, как бы, да, и ему теперь показывают хадис, вот джамаатовским, с джамаатом надо быть, и теперь он думает, да, на самом деле с джамаатом надо быть. А оказывается, надо быть просто с большинством, ему это же не говорят. Конечно. Какой сильный психологический ход? Знаете, насчет психологического входа, да, есть такой хадис посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, «Инна миналь баяни ля сихран», да, поистине, говорит, объяснение есть сихр. Сихр это что? Это колдовство, это обман. Так. Этот хадис приводит Бухари, да, его никто не оспаривает. То есть из объяснения есть обман. Этот хадис, да. Его как правильно понимать? Да, как его комментируйте, да, пожалуйста. Сейчас как раз и прокомментируем. Один раз пришел один сподвижник к посланнику Аллаха и начал рассказывать об одном человеке. Он рассказал, этот человек говорит, такой плохой, говорит, мне столько плохого сделал, такой-то неряха, и так далее, и так далее. Рассказал о нем столько плохого. Прошел, наступил следующий день, на следующий день, когда он пришел к посланнику Аллаха, он нашел того человека, кого он нахал рядом с посланником Аллаха. И он начал рассказывать о нем только лишь хорошее. И вот так рассказал о нем так много хорошего. И тогда посланник Аллаха сказал, ты же, говорит, о нем вчера плохое говорил. Да, говорит, я ни вчера, ни сегодня не солгал. Я вчера говорил все, что в нем есть плохое. А сегодня, говорит, я рассказал ему все, что в нем есть хорошее. То есть, когда человек объясняет, и когда объясняет, рассказывает только одну сторону, человека это вводит в заблуждение. Да, обратите внимание, да, вот те старые профессора, да, атеисты, которые выросли в Советском Союзе, да, эти люди, они даже представить себе не могут, они даже при всем желании даже, они не могут поверить в Бога. Почему? Потому что все это время, да, от них, да, вот, изолировали всю информацию, которую так или иначе их могли натолкнуть, да, подвести к вере к Богу. Даже о чем говорить, если наука, целая наука, такая как генетика, была запрещена. Запрещена наука в государстве. Для чего? Почему? Потому что это противоречило их идеям. Понимаете? Это хорошо. Методы. Продолжим. И в другом хадисе, приводенном имамом Хакимом в Мустадраке под номером 391, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит, «Ла яджмау Аллаху хазал уммата аля далалати абадан». Поистине, говорит Всевышний, Аллах не обвинит эту уму на заблуждении никогда. И говорит, «И ва ядуллахи аля джамаа», и поистине помощь Всевышнего с большинством мусульман, «фаттаби'ус савад аль-а'зама». Поэтому, говорит посланник Аллаха, вы следуете пути большинства. Вот здесь, да, непосредственно, прямо, однозначно посланник Аллаха указывает, «савадуль а'зам» это означает что? Это означает путь большинства. Его по-другому толковать даже невозможно. Говоря, да, аль-джамаа, в смысле слова джамаа, мы говорили, что мы дальше объясним, да, что означает слово джамаа. Есть такой общеизвестный, да, ученый имам Табари, он известный как толкователь Корана, и он является и хадисоведом тоже, один из самых выдающихся ученых
3 столетий. Имеется в виду. То есть первые 3 столетия, да. о которых говорил пророк, алейхиссалам, обозначая как 3 золотых века. Да. Имам Табари, говоря об этом, о слове придерживаться пути джамаа, он говорит, говорит о хадисах, где говорится, нужно придерживаться пути большинства, тот говорит, есть некоторые разногласия. Придерживаться пути большинства является желательным или обязательным. И большая часть, он говорит, имам Табари говорит так. И большая часть ученых говорит, что придерживаться пути большинства является обязательным. И слово джамаа, говорит, что означает, говорит Табари. Здесь тоже есть некоторые разногласия. И большая часть, говорит, считает, что это слово джамаа имеет значение ас-савадуль а'зам, то есть большая часть мусульман. Машаллах. И получается, и все убеждения, которые есть у большей части мусульман, этих убеждений, говорит, нужно прислушиваться. Все решения шариата, которых придерживается большая часть мусульман, этих решений шариата нужно придерживаться. Все деяния, которые одобряет большая часть мусульман, эти деяния нужно одобрять, и их нужно стараться их совершать. И некоторые ученые считают, что по словам джамаа посланник Аллаха алейхиссалам имел в виду именно ученых. Именно ученых. И даже говоря об этом, имам в сборнике имама Бухари даже есть глава, где-то между хадисами 3802 и 3803. И там говорится, там имам Бухари пишет, что фактически слово джамаатом является именно ученые, именно ученые. То есть между 803 и 802, 3802, маленькая вставка. Между 6000. 6802 и 6803. Маленькая вставка, я так понимаю. Есть вставка имама Бухари. Вот там имам Бухари говорит, что под словом джамаа имеется в виду большая часть ученых. То есть это как примечание идет в обычном наших книгах. Как примечание. Как примечание. Имам Бухари приводит, что этим словом имеется в виду большая часть ученых. Такой аналогичный хадис приводит и Абу Нуайм, в своей книге Аль-Хулья. И в других сборниках тоже есть аналогичные хадисы. И если мы будем толковать этот хадис, слово джамаат путем большинства ученых, тогда там вопросов даже нет. Там даже вопросов нет. Почему? Потому что большая часть ученых, начиная со сподвижников, начиная с имамом Мазхабу, начиная с тех людей, которые которые придерживались их пути, они были людьми, которые признают посредничество между Всевышним и его рабом. Это были те люди, которые признают достоверность и истинность пути тасауфа. Это были те люди, которые признают которые признавали и которые сами совершали тавассуль. Ахмад Хаджи, иншаллах рахман, я очень надеюсь, что до этого мы дойдем. А сейчас пока давайте о большинстве. Иншаллах, об этом мы будем подробно и конкретно говорить. И об этих хадисах, и аятах Корана, и о том, как себя вели и что делали и сподвижники, и имамы мазхабов, и те, кто за ними следует. На сегодняшний день... Дайте здесь непосредственно несколько есть примечаний. Пожалуйста. Например, говорят опять-таки о ученых. Давайте будем говорить о самых выдающихся ученых. Пожалуйста, давайте. Например, в первом столетии самый выдающийся ученый, Муджтахидуль Асри, Муджаддидуль Асри, я извиняюсь. Вы с переводами это говорите. Муджаддидуль Асри, то есть посланник Аллаха алейхиссалам в хадисе приводимом имамом Ахмадом, достоверном хадисе, посланник Аллаха алейхиссалам говорит, что в конце каждого столетия Всевышний отправляет человека, кто обновляет им вопросы веры. И в конце первого столетия, говорят ученые, был кто? Был Умар ибн Абдуль-Азиз. В конце второго столетия был кто? Имам Шафии. Мы чего мазхабу придерживаемся, Мухаммад Расул? Имам Шафии, алхамдулилля. Значит, мы кого пути придерживаемся? Там нет никаких разногласий насчет того, что имам Шафии является, никаких разногласий. Все мусульмане, в том числе сам имам Ахмад говорит, что фактически имам Шафии является самым выдающимся человеком, тем человеком, кто является обновителем веры
в конце второго столетия. Имам Ахмад – это имам мазхаба, который… Да, Ахмад ибн Хамбаль. Да. И в конце третьего столетия, да, один из тех людей, кто является обновителем веры, является Абуль Хасан Али Аш'ари. Наша акида является акидой имама Абуль Хасана Али Аш'ари. Альхамдулилля. То есть третьим человеком, кто является обновителем веры в третьем столетии, является имам Абуль Хасан Али Аш'ари. Опять-таки, если мы будем придерживаться пути ученых даже, мы должны придерживаться мазхаба имама Шафи'и, и мы должны придерживаться мазхаба имама Абуль Хасан Аш'ари. Но это не означает, что я говорю, что другие мазхабы неправильные. Нет. Естественно, пусть Аллах убережет. Альхамдулилля, придерживались и будем придерживаться. Единственное, я вот здесь маленькое, как бы у меня вопрос сразу возникает. Вы сказали, в конце третьего тысячелетия одним из ученых был имам Аш'ари. В конце третьего столетия. Так. Почему? Получается, что их может быть и 2, и 3? Абсолютно верно. И может быть и 2, и 3, и 4. Ман юджаддиду лахум. Слово ман. Почему тогда вы не говорите? Я сейчас с позиции людей говорю, которые как бы… А почему в первом тысячелетии вы не сказали, кто это потому что… Это вообще сподвижники все, они все там, получается… Нет, подождите, в конце столетия. В конце столетия, тогда уже не сподвижники были, а тогда были таби'ины, да. Так. Да, и поэтому мы, когда говорим о конце столетия, там был именно Умар ибн Абдул-Азиз. Насчет, там в этом самом хадисе приводится как? Ман юджаддиду лахум амра динихим. Ман. Слово ман в арабском языке может подразумевать одного человека, может подразумевать 2, может подразумевать 3, может подразумевать 4 и так далее, и так далее. И поэтому, да, и фактически имам Захаби пишет, что муаджаддид, он не обязательно должен быть одним человеком. Им могут быть 2, 3, 5. Имам Захаби это достоверно человек, да, который никто не отрицает, который никто не отрицает. Хорошо, а вот с имамом Аш'ари. Имам Аш'ари, да, наряду с ним. Есть еще кто-нибудь, кто рядом с ним стоит? Да, кого вы можете привести? Да, вместе с ним муджаддидом был фактически Ибн Сурайдж. Да, вместе с ним в конце третьего столетия был Ибн Сурайдж, он тоже был фактически алимом шафи'итскому мазхабу. И вместе с ним был фактически муджаддидом, по-моему, Ибн Хиббан. Я тут не могу точно сказать. Имеется в виду обновителем в вопросе хадисов. Так. Ибн Хиббан в вопросе фикха был Ибн Сурайдж, в вопросе вероубеждения был имам Аш'ари. Хорошо, я просто не хочу дать шансов тем, кто лжет. Хорошо. Пытается лгать. Если мы лжем, пускай нас обвинят во лжи. Да. Если лгут другие, пускай признают, что они лгут. Продолжим. Я вам скажу, лжец, он тем не отличается, что он не признается в своей лжи. Пусть Аллах убережет нас от этого пути. Да, в другом хадисе посланник Аллаха, алейхиссалям, говорит: «Итhnani хайру мин вахидин». 2 лучше, чем 1. «Ва салясатун хайру мин итhnайни». А 3 лучше, чем 2. «Ва арбаатун хайру мин салясатин». А 4 лучше, чем 3. «Ва хакада». Итак, следовательно, говорит посланник Аллаха, алейхиссалям, «Алейкум биль джамаати». Вы придерживаетесь пути большинства. «Фаинна Аллаха лам яджма уммати илля алля худа». Поистине, говорит, да, вот большую часть моей уммы Всевышний не объединит, кроме как на пути, кроме как на правильном пути. То есть, продолжив ваши слова, большинство в мечети, которые сидит на обеден на намаз, явно не хуже тех, которые выходят. Да, абсолютно верно. Этот хадис является достоверным. Его приводит имам Ахмад в своем сборнике Муснад под номером 21331. 21331, дорогие мои друзья. Открывайте сборники хадисов, проверяйте. Очень хотелось бы, чтобы те люди, которые смотрят и будут слушать это, проверяли это все, сравнивали, аргументировали. И если есть какие-то замечания, отправляли либо письма, либо звонили. Так. Также есть другой хадис, где посланник Аллаха, алейхиссалям, говорит: «Инна шайтана зибуль инсани ка зибиль ганами яхуду шата касията ван нахията». В другом хадисе есть еще ишшадата, ишшаридата. «Фаиякум ашшиабу алейкум биль джамаати валь амати валь масджид». Да, вы поистине, говорит, шайтан по отношению к людям подобен, говорит, волку по отношению к овцам. И, говорит, этот волк забирает овцу, которая или же убежала от стада, или которая держится неподалеку от стада, не убежала, но которая неподалеку от стада, или же которая отвлеклась от стада и где-то там осталась.
Заблудилась. Да, заблудилась. Да, говорит посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Следовательно, говорит, вы придерживаетесь пути большинства. Да? Алейкум биль джамаа, да? И вы остерегайтесь разделения. Да? Разделение бывает когда? Когда малая часть противоречит кому? Большей части. И вы, говорит, следуете пути большинства и следуете за большинством, даже если валя-амата, если они являются какими? Простыми людьми. То есть, да, если идет противоречие между учеными, мы будем следовать за большинством ученых. Также, так. Если есть противоречие между обычными людьми, мы будем следовать за большинством обычных людей. Да? А если будут, конечно, разногласия между учеными и обычными людьми, конечно, были бы такие разногласия, да, где не ученый с ученым противоречит, а ученый с обычным, конечно, мы дали предпочтение ученым. Его приводит Табарани, да, в 20-м томе на странице 164 под номером 344. Его приводит Абрани, опять-таки, в Муаджам аль-Кабире под 20-м 164 под номером 345. Его приводит Ибн Аби Шайба в своем сборнике Мусаннаф под номером 1999. И так далее, и так далее, и так далее. Насчет этих хадисов недостатка нету. Поэтому во всех этих хадисах посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит о чем? Что нужно придерживаться пути большинства. И обратите внимание, те люди, да, вот то течение, которое появилось, как мы говорим, в начале 18 века, да, у них есть одно государство. Это население этого государства меньше 20 миллионов, да, около 16-17 миллионов человек. И по всему миру они разбросаны всего около 12-13, максимум 20 миллионов. Получается, вот это количество их максимум, да, может дойти до 40 миллионов, до 40. А остальных миллионов, это мусульман сколько? 1,5 миллиарда. Что получается, из этих 1,5 миллиарда 50 миллионов, правильно? Да, на правильном пути. Это 50 миллионов, это большая часть. А все остальные, да? Миллиард 450 миллионов, они что, меньшая часть, что ли? Мне это непонятно. Ахмад Хаджи, единственное, что как бы хочется сказать, то государство, которое у них есть, в котором сильны их идеи, скажем так, но там это не большинство. Ну да. И это тоже можно доказать для тех людей, которые там бывают в хаджи. Ну да. Не секрет, что они и признают и мазхабы, и посещают кладбища, и делают зиярат к пророку, алейхиссалам. И читают мавлиды. Алхамдулилля, мавлиды арабов в Медине, у нас благо даже диск есть такой. Ахмад Хаджи, вам огромное спасибо, что вы откликнулись на нашу просьбу, и мы снимаем этот цикл передач для размышляющих людей. У меня огромная и убедительная просьба ко всем нашим телезрителям. То, что мы говорим для тех, кто ищет истину и готов к дискуссии, готов размышлять над этим. Если есть какие-то замечания, вы можете обратиться к нам с замечаниями. Если есть где-то ошибки, вы можете подсказать нам. И мы вместе, иншаллаху рахман, будем искать истину. Поэтому, дорогие мои друзья, пусть Аллах нас убережет от лжи, покажет истину истиной, а ложь ложью. И дай Аллах, чтобы мы были из тех людей, о которых пророк алейхиссалам сказал, что это большинство. То есть из ахлус сунна валь джамаа. На этом, наверное, мы будем прощаться. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Увидимся на следующих передачах.